Салам Джиги, в этом видео хотел бы рассказать о надписях синтетика, синтетическая технология. Сегодня один Джигич приехал на замену моторного масла в мопеде, заливал ему мотоциклетное, и он назвал мне один бренд, не буду говорить какой, и говорит то, что слышал, что это полная синтетика. Я у него уточнил саму спецификацию, да, этого бренда. Они же делятся, например, S-Oil делится на пару видов, Матюль там и так далее. Вот скажем, например, S-Oil. Здесь у нас надпись «синтетическая технология». И во многих случаях это означает, что это полусинтетика. У нас те официальные поставщики, которые привозят S-Oil, у них версия, вот, которая у меня в руках, и которую вы видите вот на скрине. 20V50. В тех канистрах, где вы видите надпись «синтетическая технология» или, например, вот у United синтетическая формула, это уже говорит о том, что это не полная синтетика, это полусинтетика. Конечно, само понятие синтетики и полусинтетики, оно, так скажем, не совсем объективное, и об этом можно еще долго рассказывать. То есть синтетика, она не совсем является полной синтетикой, полусинтетика, она не является наполовину синтетикой. Еще одно видео займет на минут 15-20 долгое. В этом видео я просто вам хотел объяснить, что если вы ищете то моторное масло, например, для мотоцикла, где вам нужно больше синтетики, то обращайте внимание именно на то, чтобы просто была одна надпись «синтетика». Вот у Матюля 7100 это одно из самых таких дорогих масел, Матюль, Ликвимоли. Здесь вот, видите, написано 100% синтетическое четырехтактное моторное масло. То есть они уверены в этом. И давайте мы возьмем у Матюля версию вот 5100, которая, они сами говорят, что это полусинтетика, они не вскрывают этого. Вот у Матюля вы видели, да, есть 100%, 7100, и тот же Матюль, но 5100. Вот сейчас я приближу. Вот видите, пишут просто вот четырехтактное моторное масло создано по технологии сложных эфиров. То есть просто по технологии эфиров, по технологии синтетики, но это не синтетика. Вот, потому что это все контролируется. Эти стандарты разрабатывает именно Американский институт нефти. Сейчас я здесь найду. Вот. Этот институт выдает допуски. И это все проверяется, чтобы блендер, тот, так скажем, завод, который смешивает базовое масло и добавляет присадки, чтобы он именно говорил потребителю правду. Конечно, по закону разрешено писать синтетическая формула, синтетическая технология, но это тоже, опять-таки, вводит в заблуждение многих людей, которые только-только начинают именно пользоваться, заливать моторное масло в автомобили, в мотоциклы, в мопеды, неважно, да. Поэтому, если вы видите синтетическая технология, синтетическая формула, это все говорит о том, что это полусинтетика. Также есть бренды, которые прям так и пишут. Например, semi-synthetic, это semi, это полу. Здесь уже прям написано, что это полусинтетика. Вот. У Манола тоже сразу вот пишут, что это полусинтетика. Якко MVX 1000, они утверждают, что это синтетика, и здесь тоже, по идее, должна быть надпись синтетика. Но здесь все на французском. Так, ну, если зайти на их официальный сайт... ну вот. Видите, 100% синтетика они написали. То есть они уверенно говорят, что это синтетика. Но опять-таки, повторюсь, 100% синтетики не существует, потому что 100% синтетики присадки не будут растворяться. Поэтому имейте это в виду. Но 100% синтетика, это говорит о том, что действительно здесь много синтетики. А то, что синтетическая формула, это говорит, что здесь мало синтетики. По сравнению, где пишут много синтетики. Так, что еще, какие бренды не показал? Если взять MVX 500, так, давайте здесь тоже покажу. Вот. Это одно из самых популярных, да, масел у нас, которые среди мотоциклистов, мопедистов. Вот, Yakko, видите, Synthetic Based. Просто сформулированная на синтетической основе, но не синтетика. Если это была бы реально синтетика, они 100% здесь написали. Здесь они так и говорят, что это полусинтетика у Yakko. Что касается мопедов, нужно смотреть на мануалы. Мануалы есть у Hauji, у японских скутеров. Но мануала как такового для 157 QMJ, 152 QMA, это для М8, Samurai, танков, некоторых ZMAX, NMAX, у них нету мануала, и там нужно заливать 10 V40, допуск SL, SN, и желательно, чтобы была полусинтетика, потому что синтетика это просто будет переплата. Ничего страшного с мотором не случится, но просто вы переплатите. Поэтому на Samurai, М8 и так далее лейте спокойно полусинтетику.